Всех приветствуем! Отличная погода, и мы приехали на Экспо. С 5 по 21 июля в этом году у нас проводится выставка достижений Экспо. Просто так не войдешь. Сначала надо купить билетик. Стоит 200 рублей, 20 тысяч гуарани. Сейчас оплатим и пойдем. Билеты покупаются в кассе отдельно. Мы вошли, и вот так выглядит внутри. Эволюция Volkswagen. Стенд посвящен 50-летию высадки человека на Луну 20 июля 1969 года. Девочки местные какие-то. Мисс. Прям какой-то космический корабль. Спутник. Луна-2. Валентина Терешкова. Юрий Гагарин. Лайка. Советская собака, побывавшая в космосе. Экипаж Аполлона 11, которые высадились на Луне. Джон Кеннеди, Сатурн 5. Шви. Кэтрин Джонсон. Это группа женщин, которая рассчитывала траекторию Аполлона 11. НАСА 60 лет. Тут у нас очередь из желающих посмотреть в очках. Наверное, на высадку на Луну. Космическая станция Мир. Полнолуние. Модуль, это правильно, да, называется? Капсула Speed Space. Капсула Аполлона. Марсоходик, Да. Из Лего, наверное, да, или нет? Да. Какой-то он очень малюсенький. Не знаю. Ладно. Лего, говорю же, Лего. Может и Лего. Прикольно. Сатурн 5. Китайские электромобили. Лодочки выставили. Эти катера, лодки для запчасти для катеров. О, можно прям тут его купить за 13 500 долларов. С другой стороны еще несколько катеров. Вот такой стоит 9000 долларов.
$3800. Тот желтенький. Так. А вот у нас и отдельно прицеп. Новый стоит $1900. Бэушный $1400. Есть какой-то еще вариант национальный, новый за $600. Лыжи есть. О, тут уже многоместные катера. Это прогулочные. Прям красиво. Алюминиевые лодки. А, это удочки. Спиннинг. Спиннинг, ладно. Моторы отдельно выставлены. Мощные моторы. Еще один катер. Это европейский павильон. Италпласт. Да, фабрика окон из ПВХ. Получается пластиковые окна. Привычные нам пластиковые окна и двери, но столь непривычные здесь, в Парагвае. Ага, немецкие. То мы уже, получается, увидели здесь 3 производителей. Итальянские, австрийские и немецкие. Стеклопакеты, конечно, этим удивить можно только здесь. Ковролин. Я так удивляюсь, потому что Парагвай — это редкость. Большая редкость. Так, а напротив европейского павильона находится промышленный павильон. Сейчас зайдем туда, посмотрим, что он предложит. А, это кусок автобуса. А, это просто... Ничего не делаю. Карусели. Джакузи. Ух ты, блин. Но только ралягуа. А, в воду лезть нельзя, и воду трогать тоже нельзя. Это понятно. А зря. Ну, да. Вот, на маленьком стендике представлены образцы моделей, какую можно себе заказать. А с другой стороны варианты бассейнов. Еще бы цены были, было бы вообще интересно посмотреть. Знаешь, знакомый бычок в Парагвае такой в большинстве Очень используется. часто встречаемая Да. конструкция с характерным цветом, По-моему, нежно-коричневого точно такая цвета. конструкция. Комплект из унитаза, бачка и шкафчика с зеркалом. Все выдержано в едином стиле и в одном чудесном цвете. А прикольно выглядит, как элемент декора. Это еда пошла. Кстати, что Парагвай делает? Испанский язык, он такой, иногда неприличный для нашего слуха. Так вот, второе слово произносят здесь «охуэлос». Ач в испанском не читается. Вот такие они кусочки пластика разные, и все подписаны одинаково. «Охуэлос». Это у нас парагвайская пластиковая промышленность. И все, что они делают. Бутылки, мензурки, всевозможная упаковка. Краны. Да. Семья украинских выходцев из Украины, Тросюк, стали очень крупными сельхозпроизводителями. Муку делают, Корм для животных. корм для животных, соки. И первый раз мак. Почему-то у нас его тут нет. Сейчас Расписано по рекордный год по годам. экспорту был 13-й. Ну да. А снижается. Ты ведь, было вот в 14-м вообще снижение резко после всплеска. Наверное, с погодой как-то это связано. 30-30 падает опять. Кстати, хорошая мука, все время ею пользуюсь. И регионы, видишь. Угу. Голосуют больше всего. Альто Парана, Кагуасу, Каниндею, Централь, Итакуа и Сан-Педро. Стенд аристократа с другой стороны. Сухая каня, сахарный тростник, из которого ее делают. И
И вот готовая продукция. Ром, кане по-испански, это традиционный парагвайский алкогольный напиток. Варианты, как можно перерабатывать бумагу. Слушай, какая прелесть. Какой интересный столик. Кресло по той же технологии сделано. В Парагвае выращивается много арахиса. И вот такой орешек из орешков. Из арахиса делают разные десерты и арахисовое масло. Парагвайская металлургическая промышленность. Стенд Министерства внутренних дел. Ой, поезд сюда контроль мигратории, я же надеюсь, паспорта не будут проверять. Вот такой он миграционный контроль. Подразделение по борьбе с киберпреступностью. Это наш спецназ, Линце, спецотряд. А это форма разных лет. Этот мотоцикл BMW был на вооружении полиции вплоть до 70-х годов. Конкретно этот экземпляр был приобретен в 1958 году полицией столицы. Это униформа разных времен. Полиция националь. С нашим спецназом можно сфотографироваться. Это их мотоцикла. Стенд Volkswagen. Ну, тут уже повнушительнее, чем на входе. Прям какая-то пирамида внутри у них. А для тех, кто проголодался и хочет подкрепиться, добро пожаловать. Вот такая красота. Кстати, это самая любимая парагвайцами часть. Ребра. Мир женщин и павильон женщин. Интересно, вход мужчинам разрешен? Ага, тут какой-то конкурс красоты будет. Обувь домашняя. Мужчины, правда, стоят у входа и почему-то боятся заходить внутрь. Выглядит очень впечатляюще. У него колеса выше, чем я ростом. О Гаучо. Это одна из самых старых чурраскари в Асунсьоне, больше 30 лет. Чурраскари — это рестораны бразильского типа. Но сегодня речь не о них. Новые вольвы. О, самый большой, наверное, самый крутой стенд — это у нашей Тайпу. До недавнего времени она была самой крупной ГЭС в мире. Самая производительная. Самая производительная. В Парагвае несколько ГЭС. И Тайпу, она бinacional, то есть строили ее совместно Парагвай и Бразилия. Вон они, эти растения, которые раздают. Да. Тайпу каждый день проводят разные мероприятия, образовательные, развивающие, особенно для деток. Угу. Помимо того, что Тайпу производит энергию и продает ее, очень много проектов по всей стране, в самых разных сферах. И один из самых крупных парков именно на территории Тайпу находится. Ну, с удовольствием родители и дети смотрят. Местные растения представлены
и в горшочках, которые разлагаются в земле. Так что можно садить без ущерба для экологии. Очень здорово. А вот так и выглядит одна из самых крупных ГЭС в мире. Показано, как турбина и как это получается электричество. Ubicados en el barrio San Francisco, cuentan hoy con personal, materiales didácticos y equipamiento por valor de 1.313 millones de guaraníes. Se invirtieron más de... Напротив стенда Itaipu находится стенд второй, самый крупный ГЭС Парагвай, которая тоже у нас совместная, парагвайско-аргентинская, Ясиретá называется. Пойдем смотреть историю с самого начала. 1925 год. Парагвай и Аргентина подписывают первый протокол. Первая турбина была введена в работу в 1994 году. В 2003 году Парагвай и Аргентина решили завершить работы. И в 2011 году работы были полностью завершены. 83 метра над уровнем моря. Ты больше дотрагивалась, сильнее дотрагивайся, больше, вот. Получается, типа макет станции, да? Бесплатно саженцы деревьев, чтобы мы вносили все свой вклад в озеленение страны. Небольшой парк. И много-много железных коней. Огромное патио де комидас и сцена, но пока никаких концертов нет, то есть это место, где можно покушать. Перуанцы. Пока не поют, отдыхают. Ага, это их сувениры. С кроликами.
Дети с таким умилением. Какие хорошенькие. 50 тысяч. За мелкого, что-то дорого. Не знаю, дорого это или нет. Хорошенькие какие. 8 долларов за мелкого. Тут малыши разного возраста продаются. Ого, 120 тысяч. 1200 рублей за одного такого малыша. Ага, там еще дороже, 150 тысяч. Слушай, такие все отъеденные. Слушай, какой-то хороший бизнес. А 700 тысяч? Больше 100 долларов за кролика. Интересно, за что? 11 месяцев, 4200 вес. 120 долларов цена. Тут же можно купить пирожок с мясом кролика. Как это не очень гуманно. Точно. Наш местный и наш, потому что из Сан-Лоренсо, производитель мясной продукции, самой вкусной в Парагвае, Учи основали немцы больше 60 лет назад. Огромный у них, прям двухэтажный здоровенный павильон. Так. Национальный десерт чуррос. Вообще это из Испании десерт, но очень прижился в Парагвае. Вот такие они разные, шоколадные, с присыпочкой. Внутри начинка из сгущенки вареной. Вот парагвайские красавицы. Завлекает очень красиво. После такого точно каждый мужчина захочет себе приобрести коровку другую. Какие они красивые. Красавица. 1027 килограммов живого веса стоит. Больше тонны. Ну это фигня. Это вообще ж малыш вот лежит. Не, ну это да, это вообще родился, да, недавно. Это чувак ему сколько? 2 года даже. Налетели. Маленькие чайки. Стенд с кубинцами. Приехали специально на нашу выставку, на Экспо. Прям настоящий улей. Еще один способ готовить щепу. Так, на бамбуковой палочке. Заодно цветочки продают.
quiero salir. RAV4. Нет. Prius. Это все гибридные? Или нет? Красный. Новая Corolla. Они спрятали ее. Классика жанра Land Cruiser. Новые индийские Mahindra. Пикап. И трактора Mahindra. О, кооператива Чертица. Комиксы, рассказывающие, как хорошо пить молочную продукцию. Ну, наши настоящие герои, да, завод Чертицер. Полностью автоматизировано. Но находится примерно в 450 километрах от нас. А вот и вся продукция представлена. Йогурты, шоколадное молоко, сметана. Сухое молоко. И котлеты для гамбургера. А вот и сыры. Заходили, устали уже тут больше часов. Ходим, зашли перекусить наш любимый кушер. И взяли хамбургеры алеманы, немецкий гамбургер, и такую колбаску. А это наши лопатчики, которые нам дали. На стенде есть среды нашей второй по размерам, второй самый крупный грыз. Давайте разговаривать, будем кушать. Еще машина. От $600 в месяц квоты. Tres Leones, еще одна каня парагвайская. Курочки печугон. Моста Экспресс. Сок из тростника готовят прямо на месте. Получается очень вкусный сладенький напиток.